Да? А презентацию вы уже включили? А, они не видят ее? Нет. Пока надо сотруднику показать. Сейчас мне показывают. Не презентацию. Просто первый слайд будет. Все. Что это? Приветствуем вас, уважаемые слушатели вебинара. Актуальность данной темы бесспорна и подтверждается актуальность темы по профилактике правонарушений значительным количеством заявок для участия в нашем семинаре. Правильнее сказать, вебинаре. Прежде всего, предваряя прежде всего, хотелось бы сказать, что данный вебинар, является первым в серии вебинаров, посвященных данной тематике по профилактике правонарушений в молодежной среде. В последующем, возможно, это будет раз в месяц, будут вебинары с представителями социальной защиты, органов социальной защиты. Кроме того, специалисты в области воспитания, наркодиспансера. Заключительным вебинаром, скорее всего, мы пока видим также встречу с представителями местной епархии, скорее всего, с Максимом Стыровым, который тоже может осветить вопросы по воспитанию и духовному состоянию в среде молодежи и возможные методы работы с нашим подрастающим поколением. Прежде чем мы переступим к рассмотрению вопроса, хотелось бы сказать о организационных моментах. Конечно же, каждый слушатель, который зарегистрировался по ссылке в данном информационном письме, получит сертификат. Но обращаем ваше внимание, что в связи с техническими возможностями сертификат будет оформлен, скорее всего, в течение 7 рабочих дней. По всем вопросам выдачи сертификата вы также сможете связаться со мной, Михайловой Екатериной Михайловной. Данные мои также указаны в информационном письме, согласно которому вы сейчас присутствуете на нашем вебинаре. Ну, переходя непосредственно к тематике, которую мы сегодня рассматриваем с представителем МВД, я с большой радостью и уважением представляю сотрудника МВД, Дуркину Евгению Ивановну. Она сегодня осветит вопросы, посвященные основам правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обращаю внимание, что те вопросы, которые были заданы заранее, сегодня мы тоже постараемся осветить, но вместе с тем вы сможете вопросы задать и в режиме онлайн. Передаю слово Дуркиной Евгении Ивановне. Вопросы задают, у кого-то уже началась трансляция, найдет, надеюсь. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я включу презентацию нашу. Значит, вопрос звучит так. Организация взаимодействия субъектов профилактики в рамках действия федерального закона от 24 июня 1999 года, номер 120 ФЗ, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ну, соответственно, следует такую небольшую предысторию рассказать, что в прошлом году по поручению министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Владимира Николаевича Половникова отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Коми проведен анализ состояния работы по реализации требований. Сейчас, секунду, переключу. Реализации требований Федерального закона Российской Федерации 120 ФЗ в части распределения реализации полномочий между субъектами системы профилактики. В целях установления конкретных полномочий субъектов системы при проведении профилактической работы с категориями несовершеннолетних, которые у нас определены пунктом 1 статьи 5 Федерального закона 120, в адрес руководителей соответствующих ведомств Республики Коми, это различные министерства, в том числе здравоохранения, Министерство образования, Министерство социальной защиты и тому подобное. Да, направлены у нас были запросы о предоставлении информации о нормативно-правовых актах, законы, постановления, приказы и другие, которые регламентируют деятельность подчиненных учреждений при проведении индивидуальной профилактической работы с той категорией несовершеннолетних, которую я сейчас сказала, которые определены у нас статьей 5 Федерального закона 120. Следует отметить, что вот
пункт 1 статьи 5 Федерального закона 120 органы учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении следующих категорий несовершеннолетних. Их всего 15. Первое – это безнадзорные, беспризорные. Второе – занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством. Третье – содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи семье и детям, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи или реабилитации. Четвертое – употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Пятое. Совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания, то есть это те несовершеннолетние, в отношении которых были составлены административные протоколы. Следующее. Совершившие правонарушение до достижения возраста, с которым наступает административная ответственность. Это могут быть как те несовершеннолетние, в отношении родителей которых составлены административные протоколы, либо же те несовершеннолетние, в отношении родителей нет оснований составления административного материала, так скажем. Седьмое. Это освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Восьмая категория – это совершившие общественно опасные деяния и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством. Вот эта категория несовершеннолетних – это те дети, которые в принципе совершили преступление, однако в связи с недостижением возраста, либо вследствие того, что они психически, так скажем, не совсем развиты, они не достигли возраста, и, соответственно, это преступление не будет являться преступлением, а будет являться общественно опасным деянием. Следующая категория – это категория 9, обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Следующий пункт 9.1. Если вы видите, то немножко сбивается нумерация, но я намеренно оставила так, как есть в статье 5 Федерального закона 120, то есть это были внесены изменения в 120 Федеральный закон, и позиция 9.1 – это несовершеннолетние, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 10-я позиция, это 10-я категория несовершеннолетних, это условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием. 11-я категория, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора. 12-я – это освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, также вернувшиеся из специальных воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушение режима, совершали противоправные деяния или после освобождения или выпуска находятся в социально опасном положении или нуждаются в социальной помощи или реабилитации. Как мы видим, здесь очень большая такая, так скажем, вариация тех несовершеннолетних, которые могут быть по данному пункту, в принципе, с кем должна проводиться профилактическая работа. 13-я категория несовершеннолетних – это осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Последняя категория, хотя я говорю, что она 14, но фактически она считается 15, потому что мы отметили, что позиция 9.1 появилась. Это осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Переходим к следующему слайду. Вот мы подготовили запрос, направили во все ведомства, вот как я уже останавливалась на этом. Однако, получив ответы из министерств и ведомств, мы увидели какую картину. В принципе, все министерства и ведомства ссылаются на республиканские законы, программы, распоряжения, ведомственные приказы, но они практически все идентичны. То есть ссылаются, предположим, все на 148-й республиканский закон. Чем они регламентируют работу именно с категориями несовершеннолетних.
Вот здесь вот справа вы видите, да, что вот организация профилактической работы с несовершеннолетними сотрудниками полиции у нас организована согласно следующих таких основных нормативно-правовых актов, такие базовые. Это федеральный закон номер 120 и инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации. Она утверждена у нас приказом МВД России от 15 октября 2013 года, номер 845. А вот те нормативно-правовые акты, которые нам предоставили Министерство и ведомство Республики Коми, они фактически не содержат конкретного перечня конкретных профилактических мероприятий с определенной категорией несовершеннолетних. Мы хотели увидеть, то есть если у нас 15 категорий несовершеннолетних, какой субъект, как работает с конкретной категорией несовершеннолетних. Ну вот в целях определения конкретных полномочий субъектов системы профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН МВД по Республике Коми была подготовлена сводная таблица по компетенции субъектов системы профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, подпадающими под конкретную категорию лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа согласно требованиям федерального 120 закона, ну и некоторых нормативно-правовых актов субъектов системы профилактики. Так вот, согласно 120 федерального закона, каждый субъект системы профилактики имеет свою статью, в соответствии с которой он должен, в принципе, организовывать профилактическую работу. Я не знаю, коллеги, видно вам или нет. Я попыталась как можно доступнее до вас донести эту информацию. Конкретно здесь идет статья 11 расписана. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это субъект системы профилактики. Как мы понимаем, статья 11 именно это и определяет. Да? Следующее – это категория несовершеннолетних, в отношении которых субъекты системы профилактики организуют индивидуальную профилактическую работу. Если мы посмотрим внимательно, то фактически со всеми несовершеннолетними, кроме позиции 9.1, о которой мы говорили ранее, да, комиссия по делам несовершеннолетних должна работать. Ну вот, а что теперь входит в компетенцию комиссии по делам несовершеннолетних? Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона 120, комиссия, первое, обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, правильно сказать, у меня уже все профессионально, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Второе. Они подготавливают совместно с соответствующими органами и учреждениями материалы, предоставляемые в суд по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специализированных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Третье. Рассматривают представление органа, осуществляющего управление в сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом 2012 года 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. Четвертое. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из СУВЗТ, так скажем, специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, да? Нуждающиеся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов Российской Федерации. Пятое. Применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. Шестое. Подготавливают и направляют в органы государственной власти, субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта РФ, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта РФ или на территории соответствующего муниципального образования. Это что касается территориальных комиссий. Пункт 3 статьи 11 Федерального закона 120 предусматривает, что комиссии по делам несовершеннолетних принимают постановления по отнесенных к
их компетенции в соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ-120 вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Но я думаю, никому не стоит говорить о том, что комиссия по делам несовершеннолетних – это у нас коллегиальный орган. В состав комиссии входят все субъекты системы профилактики, по крайней мере, так должно быть. То есть представители всех субъектов системы профилактики, находящихся на определенной территории, должны входить в состав комиссии по делам несовершеннолетних. Поэтому фактически вот этой компетенцией как раз должны пользоваться все члены комиссии по делам несовершеннолетних. Я не буду, коллеги, останавливаться на всех, так скажем, субъектах системы профилактики. Я просто вам скажу, что все вот такие таблицы у меня имеются. Если кому-то необходимо будет посмотреть, что конкретный субъект, что он должен делать, какова у него компетенция в соответствии со 120-м федеральным законом, я думаю, что это проблем не составит. Вот здесь, например, следующий слайд – это органы управления социальной защитой населения, учреждения социального обслуживания, это статья 12 120-го федерального закона. Они работают только с одной категорией несовершеннолетних – это безнадзорные или беспризорные. Ну, надо, то есть, оказать помощь. Фактически, мы же, конечно, можем сказать, что все категории несовершеннолетних, которые состоят, предположим, у нас на учете либо в социалке, либо в комиссии по делам несовершеннолетних, либо на внутришкольном учете, либо в полиции, если они нуждаются в социальной помощи, то, конечно, мы, да, делаем запросы соответствующие, и органы службы занятости никогда не отказывают и помогают таким категориям несовершеннолетних, которые нуждаются, скажем так. Следующая компетенция – компетенция субъекта системы профилактики. Статья 13 – это специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Как вы видите, социалка, да, до этого была социальное учреждение, и следующий раздел тоже учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Это отдельный субъект системы профилактики, вы видите. Такая категория, такой субъект системы профилактики работает с одной категорией несовершеннолетних. Это несовершеннолетние, соседящиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, специализированных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи или реабилитации. Вся компетенция, все права здесь также указаны. То есть посмотрите внимательно, если надо будет, полистайте. Следующий субъект системы профилактики. Добрались мы до самого главного субъекта, скажем так. Это органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность. Итак, с какой же категорией несовершеннолетних работают наши, так скажем, педагоги? И вообще органы управления в сфере образования. Как вы видите, это все категории несовершеннолетних, которые у нас присутствуют в статье 5 Федерального закона номер 120. Компетенция также расписана в статье 14. Все внимательно посмотрите, почитайте. Ну и в 14 статье пункт 4 предусматривает, что руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных организаций, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего федерального закона. То есть вот у вас как есть как обязанности, так и права. Я думаю, никому не надо рассказывать, у всех 120-й федеральный закон под рукой имеется всегда. Следующий субъект системы профилактики – это специальное учебно-воспитательное учреждение открытого и закрытого типа. Как мы видим, их всего существует два таких учреждения, да, открытый и закрытый тип. На территории Республики Коми такие учреждения у нас отсутствуют. То есть фактически при совершении преступления, предположим, да, в отношении несовершеннолетнего, который совершил преступление, и судом избрана, скажем так, замена осуждения такого несовершеннолетнего, пользуясь статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении такого несовершеннолетнего могут поместить специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, дабы у ребенка не было судимости. Он находится там под присмотром педагогов, скажем так. Но на территории республики, как я уже сказала, таких учреждений у нас нет. О чем здесь мы будем говорить? Значит, про категории несовершеннолетних, в отношении которых работают, это 3-я категория и 8-я. 3-я – это содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи семье и детям, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
И 8 пункт – это совершившее общественно опасное деяние и не подлежащее уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которым наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством. Вот если я остановилась на статье 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, где сказала, что за совершение преступления подросток вместо осуждения может быть помещен в СУВЗТ, так скажем, то вторая категория несовершеннолетних – это дети, совершившие общественно опасное деяние, как я рассказывала уже ранее, да, но не достигли возраста, либо психически, так скажем, психическое развитие у них отстает, но фактически совершили преступление, но в связи с недостижением возраста, либо с заболеванием они фактически не считаются как субъект преступления, они являются субъектами общественно опасного деяния. Так вот, такие несовершеннолетние тоже могут помещаться в СУВЗТ до 3 лет. Законом, вот 120-м федеральным законом как раз это предусмотрено. Не буду рассказывать о компетенции и правах. Следующий субъект системы профилактики – это органы опеки и попечительства. С кем они работают, компетенция их и права также здесь мне все указаны. Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи. Очень большой пакет, с кем они могут работать, категории несовершеннолетних, ну и компетенция, соответственно, тоже немаленькая. Также и права предусмотрены пунктом 3 статьи 12 Федерального закона 120, тоже здесь все указано. Следующая статья 18 – это органы управления здравоохранением и медицинские организации. С кем они работают, тоже вот все указано здесь, можете посмотреть. Следующая статья 19 – это органы службы занятости. Но мы все понимаем, да, что у нас центр занятости работает только с гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. То есть они могут организовать их трудоустройство. Тоже внимательно, здесь все категории также написаны. Статья 20 – это органы внутренних дел. Следует отметить, что в 120-м федеральном законе имеется различие между органами внутренних дел и подразделениями по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Российской Федерации. Почему? Хотелось бы на этом немножко остановиться. Дело в том, что подразделение по делам несовершеннолетним – это узконаправленное подразделение, которое организует профилактическую работу с подучетной категорией несовершеннолетних в образовательных организациях, да? Составляем мы совместные планы по проведению профилактической работы в образовательных организациях. А что касается органов внутренних дел, это все сотрудники полиции, которые в рамках своей деятельности могут выявить, так скажем, некоторые категории несовершеннолетних, либо все категории несовершеннолетних, которые предусмотрены 120-м федеральным законом. Вот, в компетенции как раз сотрудников иных служб и подразделений, включающихся в органы внутренних дел, как раз есть такая компетенция, как выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступные сообщества, преступные организации, и принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений, осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий или в преступную группу, принимают участие в розыске несовершеннолетних без вести пропавших, также скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших из семей, специализированных учебно-воспитательных учреждений или центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Вот, возможно, вопросы какие-то, если не трудно. Да, спасибо, чтобы я потом не пропустила. Статья 21. Это подразделение по делам несовершеннолетних. Как вы видите, у нас тут все пестрит. Все очень много всего, что мы должны, наша компетенция, но в том числе и права. То есть права здесь мы расписали, они действительно у нас обширные, скажем так. Первое – это доставлять в подразделение органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несовершеннолетних в подразделение органов внутренних дел составляется у нас протокол. Несовершеннолетние у нас могут содержать в указанных учреждениях не более 3 часов.
Второе право – это вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, также их родителей или иных законных представителей, либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, или отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними. Третье – это вносить в соответствующие органы учреждения предложение об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений. Четвертое. Принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. И пятое. Вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, также лиц, их совершивших, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию детей, или отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать, обобщать информацию, необходимую для составления статистической отчетности. То есть вот это все предусмотрено 120-м федеральным законом. Следующая статья – это Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Это отдельный субъект системы профилактики. Статья 22 120 федерального закона. Так кого же туда могут поместить несовершеннолетних? Каких, да? Это пятая позиция, пятая категория, вернее сказать, несовершеннолетних. Это совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административного взыскания. Шестое. Совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность. Восьмое. Совершившие общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Или вследствие отставания в психическом развитии, не связано с психическим расстройством. Какие же права у них? Да? Ну, права те же самые, что предусмотрены пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15, пунктом 2 статьи 21 настоящего федерального закона. То есть права взяты из разных субъектов системы профилактики, какие пользуются те же самые сотрудники ЦВСНП. Пользуются такими же правами. Следующая категория несовершеннолетних – это иные подразделения органов внутренних дел. То есть мы уже заметили, да, есть органы внутренних дел в целом, есть подразделения по делам несовершеннолетних и есть иные подразделения. Ну, кого мы, может, так скажем, можем отнести к иным подразделениям? В принципе, все подразделения, которые выявляют, предупреждают раскрытие преступлений, раскрывают преступления, да, а также устанавливают лиц, которые эти преступления, возможно, совершили. Также те, кто готовит, подготавливает, так скажем, преступления. Ну вот, чтобы так не быть голословно, кого могу назвать? Ну, уголовный розыск, предположим, да, УНК, так называемое, у нас управление наркоконтроля, так называемое сейчас. Кто еще может? Ну, все остальные. ППС то же самое, которые на улице, в принципе, ходят и выявляют преступления. Сотрудники ГИБДД, а почему нет? То есть, если они несут в ночной период времени службу на улице и видят вдруг несовершеннолетнего, да, если наш республиканский закон 148 предусматривает, что несовершеннолетние в ночной период времени не могут находиться в общественном месте без законного представителя, то это и есть нарушение у нас административного законодательства Республики Коми. 95-й закон нарушается. В связи с этим сотрудник ГИБДД точно так же доставляет этих несовершеннолетних домой. То есть они фактически выявили административное правонарушение. Не факт, что, конечно, они сами его составят, потому что мы знаем, что у нас в связи с отсутствием соглашения сотрудники полиции не могут составить административный материал. Но, однако, те сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, которые входят в состав комиссии по делам несовершеннолетних, так скажем, территориальной, да, то они, как члены комиссии, могут очень даже просто составить в отношении родителя административный материал, так скажем. Следующая категория. Это тоже появилась эта категория, скажем так, относительно недавно, в 120-м федеральном законе, это учреждение уголовно-исполнительной системы. В отношении кого они работают? В отношении обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, также которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора,
и осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам, не связанным с лишением свободы. То есть фактически в отношении 4 категорий несовершеннолетних учреждения уголовно-исполнительной системы у нас организуют профилактическую работу. Следующая категория – это категория органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Это пункт 1 статьи 24. Тоже относительно недавно появился этот пункт. Вы видите категории, здесь я даже ничего не указала в отношении каких категорий могут этот субъект работать, потому что в принципе они могут работать со всеми. Вот если почитать внимательно, что относится к каких компетенциям, да, пункт 1 статьи 24, что он предусматривает? Что органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях и способствует их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры. Второе. Оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанное учреждение. Хотелось бы дополнить, что согласно статье 13 Закона Республики Коми от 23 декабря 2008 года номер 148 РЗ о некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми, пункт 1 статьи 13. Органы учреждения культуры и досуга, спорта и туризма в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних привлекают несовершеннолетних к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях. Второе. Органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, социальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в организации спортивной, культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенным в указанное учреждение. В соответствии с требованием приказа, вот как раз Министерство спорта, туризма и архивного дела прислали нам приказ Министерства культуры Республики Коми от 3 февраля 2016 года номер 48 ОД. Он называется об активизации работы с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах в государственных учреждениях культуры и искусства Республики Коми, в том числе по организации индивидуальной работы с данной категорией лиц. Учреждениям культуры, как раз в соответствии с этим приказом, и искусства Республики Коми поручено усилить работу с несовершеннолетними, состоящими на различных профучетах, в том числе по организации индивидуальной работы с данной категорией лиц, по вовлечению их в проводимое учреждениями мероприятия. То есть фактически они заинтересованы в том, чтобы наши категории подучетных несовершеннолетних, то же самое ВШУ, да, внутришкольный учет, либо внутриколледжевый как учет, эти категории несовершеннолетних привлекать. То есть вот вы видите сейчас, да, что у них есть целый приказ для того, чтобы привлечь. Поэтому у нас руки развязаны, пожалуйста, мы можем обращаться к учреждениям культуры и просить их, чтобы мы, вот у нас есть такая категория несовершеннолетних, у нас есть конкретные несовершеннолетние, мы просим вас организовать работу с конкретным несовершеннолетним. Они не могут вам отказать. Поэтому, пожалуйста, коллеги, есть такой прекрасный способ, как говорится, да, вовлечь несовершеннолетнего своего подучетного в какое-либо мероприятие. Пожалуйста, обращайтесь. Следующая категория субъект системы профилактики – это федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба. Как интересно, да, какая новая категория у нас появилась субъектов системы профилактики. В отношении каких несовершеннолетних они работают? Согласно пункта 2 положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 14 февраля 2000 года номер 124, в воинские части в качестве воспитанников могут зачисляться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, мужского пола в возрасте от 14 до 16 лет и являющиеся гражданами Российской Федерации. Вот что входит в компетенцию данных федеральных органов исполвласти. Да? Пункт 3 статьи 24 предусматривает,
что федеральные органы исполнительной власти, федеральные государственные органы, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, принимают в пределах своей компетенции участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списке воинских частей в качестве воспитанников с согласия указанных несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства. Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские части, обеспечения их необходимыми видами довольствия устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. То есть вы видите, это конкретная узкая категория несовершеннолетних, это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. К сожалению, я в статье 5 не помню такую категорию несовершеннолетних, но в связи с тем, что федеральные органы выведены в отдельный субъект системы профилактики, видимо, законодатель тем самым хочет подчеркнуть, что они работают с категориями несовершеннолетних. Хотя я такую категорию, еще раз обращу на это внимание, не увидела в статье 5 Федерального закона 120. Следующая, последняя категория – это общественные объединения. Всеми нами любимые, непонятные. Потому что очень часто задаю себе вопрос, какие же объединения у нас есть. Мы, конечно, сотрудникам полиции, молодежные объединения, которые работают на территории Республики Коми, периодически, хотя бы раз в полгода, обновленные списки отправляем. Но сама проработала не один год, так скажем, на земле, и руководителем ПДН была. И понимаю, что, в принципе, организовать работу общественных объединений с конкретным несовершеннолетним, это надо самому ногами идти, прям договариваться, чтобы вот этот несовершеннолетний был в каком-то конкретном объединении. Но все мы понимаем, что наши категории несовершеннолетних сложные, трудные, и фактически заставить их работать, ну не работать, скажем так, а принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях практически невозможно. Особенно категории несовершеннолетних, это которые совершили преступление, либо уже понесли какое-то наказание, так скажем, трудные дети. Так вот, пункт 4 статьи 24 предусматривает, что общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами указанных объединений. То есть в любом случае нам надо понимать, что в уставе у нас вот этого общественного объединения прописано. Итак, это мы 22-й, по-моему, слайд, да? Угу. Ну, после определения конкретной компетенции, которую мы сейчас вот, вам рассказали, да, субъектов системы профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, подпадающими под категорию лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, определен перечень категорий несовершеннолетних. То есть тот перечень, который предусмотрен пунктом 1 статьи 5 Федерального закона 120. С указанием конкретных субъектов системы профилактики, проводящих с ними индивидуальную профилактическую работу. Поэтому переходим к следующему слайду. Все мы видим, это перечень категорий несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. То есть, если мы сейчас рассказали про каждого несовершеннолетнего, каждую категорию, да, теперь посмотрите. Вернее сказать, мы до этого рассказывали вам о субъекте системы профилактики конкретном, то теперь я говорю вам о конкретной категории несовершеннолетних. Кто с ними может работать, какой субъект. Итак, первый раздел – это номер подпункта пункта 1 статьи 5 Федерального закона номер 120. Это пункт 1. Безнадзорный или беспризорный. Кто же с ними может работать? Какой субъект системы профилактики? Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Далее мы будем называть ее органы, осуществляющие управление в сфере образования, чтобы было проще. 4 – это органы по делам молодежи. 5 – органы управления здравоохранением. 6 – органы службы занятости. 7 – органы внутренних дел. Вот в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 120 профилактическую работу с данной категорией несовершеннолетних также могут проводить органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Следующая категория несовершеннолетних, вторая, это занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством. Кто с ним работает, какой субъект? КПДН, органы управления социальной защиты населения, органы, осуществляющие управление в сфере образования, 4 – органы опеки и попечительства, 5 – органы по делам молодежи,
Шестое – органы управления здравоохранением. Седьмое – органы службы занятости. Восьмое – органы внутренних дел. Ну и в соответствии также, как мы говорили ранее, да, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 120 федерального профработу с данной категории могут проводить органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Вот вижу вопрос, Елена задает, хотелось бы иметь этот материал в электронном виде. Коллеги, я поделюсь обязательно, то есть эту методическую работу, которую в прошлом году этот анализ проводила я сама, разработала методические рекомендации, алгоритм действия, я буду говорить об этом позже, здесь тоже в электронном виде, в виде презентации, все вам будет, я здесь оставлю, я так думаю, что проблем не будет никаких. Так, еще всем здравствуйте, согласна с вопросом, Наталья, каким законом руководствоваться, это где? Вопрос спрашивает социальный педагог, который проводит индивидуальные беседы или выходы в семью. И спрашивает социальный педагог о том, каким законом руководствоваться, когда они выходят в семью или проводят индивидуальные беседы. Ну, вообще, если законом? этого нет в законе об образовании, я думаю, что в любом случае прописано. Но вообще работа с семьей, я так понимаю, что в законе об образовании, я неоднократно слышала это от коллег Министерства образования, что, к сожалению, работа с семьей на сегодняшний день в законе об образовании как таковая отсутствует. Если ранее у нас было прописано даже, что неоднократно надо выходить в семью, проверять, еще что-то, этого не прописано. Но вы знаете, 148-й республиканский закон как раз это предусматривает. Если я сейчас быстренько найду, то я могу, в принципе, вам ссылочку дать. Секунду. Так, тоже мелко распечатала себе. Где-то в 148-м республиканском законе, по-моему, было прописано, что управление образованием так, могут выходить как раз в семьи. В 3-й статье, по-моему, было. Ну ладно, давайте я к этому вопросу еще вернусь, я думаю, да, чтобы не останавливаться нам на теме перечень категорий несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Мы остановимся на третьем пункте, подпункте пункта 1 статьи 5. Это содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи или реабилитации. Кто с ним может работать? КПДН, органы управления здравоохранением, органы внутренних дел. Дополнение, значит, профилактическую работу с данной категорией несовершеннолетних организует специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в соответствии со статьей 13 Федерального закона 120, а также специальное учебно-воспитательное учреждение открытого и закрытого типа в соответствии со статьей 15 Федерального закона номер 120, ну и в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона 120 профработу с данной категорией несовершеннолетних также могут проводить органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. То есть внимательно мы видим, да, что в принципе со всеми категориями, которые мы сейчас перечислили, культура, досуг, спорт и туризм, очень плотно должен работать. Итак, 4-я категория – это употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную, спиртосодержащую продукцию. Кто работает? Какой субъект? КПДН, органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости и органы внутренних дел. Ну и также культура, досуг, спорт и туризм, мы тоже здесь указываем. 5-й подпункт пункта 1 статьи 5, категория совершившая правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания. Работает КПДН, органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости и органы внутренних дел, и также культура, досуг, спорт и туризм. 6-я – это совершившее правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, комиссия по делам несовершеннолетних, это образование, здравоохранение и ОВД. Также культура, досуг, спорт и туризм. Следующая категория – это освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. С ними работают КПДН, образование,
органы по делам молодежи, органы службы занятости, ну и органы внутренних дел, также культура, досуг, спорт и туризм. Следующее, совершившее общественно опасное деяние, зачитывать уже не буду, потому что до этого мы все с вами разобрали. Это комиссии по делам несовершеннолетних, работают с ними субъект, да? Органы, осуществляющие управление в сфере образования, молодежь, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, также культура, досуг, спорт и туризм. Следующее, это обвиняемые или подозреваемые в совершении преступления, это комиссия работает с ними, образование, по делам молодежи органы, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел. Если вы видите, да, органы службы занятости, почему я это говорю? То есть ребенок, достигший 14-летнего возраста, фактически, если у него нет места учебы, скажем так, ну, или он хочет подработать, такое тоже возможно, центр занятости, в принципе, может организовать ему, оказать помощь в трудоустройстве. Позиция 9.1. Это отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. С ними работают учреждения уголовно-исполнительной системы с воспитательной колонией. 10-я позиция. Условно-досрочно освобожденный от отбывания наказания. Работает комиссия, образование, органы по делам молодежи, органы службы занятости, органы внутренних дел, также учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. 11-я категория, это которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора. Это комиссия по делам несовершеннолетних, органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы по делам молодежи, службы занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы, уголовно-исполнительной инспекции. Также дополнительно это культура, досуг, спорт и туризм. Последний перечень, это 12-я категория, это освобожденные от учреждения уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из СУВЗТ, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушение режима, совершали противоправные деяния или после освобождения выпуска находятся в социально опасном положении, или нуждаются в социальной помощи, или реабилитации. Кто работает? Комиссия, образование, социальная защита, по делам молодежи, органы, затем здравоохранения, органы службы занятости и органы внутренних дел, дополнение культуры, досуг, спорт и туризм. 13 это осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести, освобожденные судом от наказания применения принудительных мер воспитательного воздействия, работает комиссия, образование, органы по делам молодежи, службы занятости, органы внутренних дел, дополнение культуры, досуг, спорт и туризм. 14 последняя у нас категория, это осужденные условно, осужденные к обязательным работам, без прав работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, работают у нас субъект системы профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних с такими несовершеннолетними, органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы по делам молодежи, органы службы занятости, органы внутренних дел. Ну, 6-е это учреждение уголовно-исполнительной системы, уголовно-исполнительной инспекции. Ну, в дополнение это культура, досуг, спорт и туризм. Вообще для облегчения понимания организации взаимодействия конкретных субъектов системы профилактики с каждой категорией несовершеннолетних, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 120, у нас в прошлом году были разработаны алгоритмы межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с конкретными категориями несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Но чтобы было понятнее, просто хочется объяснить. Каждая категория несовершеннолетних и каждый субъект, в отношении которой конкретной категории должен делать, что он должен делать. Вот такие алгоритмы для наших сотрудников в прошлом году я подготовила и направили на места. Это было лето 2017 года. С ними я хотела бы вас сейчас ознакомить. Вот эти алгоритмы, то есть 15 алгоритмов вы сейчас увидите. Первый алгоритм, это первая категория, это безнадзорная или беспризорная. И кто с данной категорией несовершеннолетних у нас работает? Комиссия по делам несовершеннолетних координирует работу субъектов системы профилактики по оказанию безнадзорным или беспризорным несовершеннолетним социальной, педагогической, психологической, материально-бытовой, юридической или посреднической помощи. Решения об оказании помощи конкретным субъектам системы профилактики принимаются на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Это понятно. Следующее. Органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Здесь тоже все описано, что они могут делать. Следующее. Это органы здравоохранения. Они обеспечивают прием в медицинские учреждения безнадзорных и беспризорных детей с острыми заболеваниями, в том числе инфекционными, находящимися в состоянии одурманивания, психоактивными веществами по медицинским показаниям, с психическими и наркологическими заболеваниями. Но ребенок должен иметь категорию безнадзорный или беспризорный. Да?
Следующая категория, следующий субъект – это органы социальной защиты. Они обеспечивают прием и размещение безнадзорных и беспризорных детей, а также осуществляют перевозку несовершеннолетних к месту постоянного проживания, оказывают социальную помощь. Следующие – это органы службы занятости. Они организуют трудоустройство необучающихся и неработающих безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет. Следующий субъект – это органы по делам молодежи. Они оказывают безнадзорным или беспризорным, достигшим возраста 14 лет, психологическую, социально-педагогическую, правовую, информационную помощь, содействуют занятости, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации, поддерживают талантливую молодежь. Следующие органы образования, они оказывают помощь во временном устройстве безнадзорных детей в образовательные учреждения, в том числе детские дома, школы, интернаты, образовательные учреждения для детей, нуждающихся, психолога, педагогической, медицинско-социальной помощи и другое. Выявляют и ведут учет необучающихся несовершеннолетних и принимают меры по их возвращению в образовательные организации, организуют воспитательную работу с этими детьми, в том числе по месту жительства, организуют их внеурочную занятость. Органы внутренних дел проводят работу по оперативному выявлению на улицах и других общественных местах беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, установлению личности, обеспечению перевозки в учреждения системы профилактики, безнадзорности и правонарушений по месту выявления. Не знаю, видно там, не видно коллегам, этот экран развивается. Да, вот здесь видно хорошо. Хорошо. Ничего. Дело в том, что мы эту информацию разместим, Да. вебинар будет тоже опубликован, и сможете еще раз по необходимым вам слайдам прослушать специалиста и посмотреть внимательно на слайд со своего компьютера. Следующая категория несовершеннолетних. Как же организовывается вот межведомственное взаимодействие? Да? Это категории, занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством. Я не буду перечислять все, так скажем, мероприятия, которые организовываются при проведении профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних. Они, конечно, иногда идентичны в некоторых случаях. Но конкретная категория, кто работает с данной категорией, это комиссия, они координируют, как я уже говорила ранее, и решение о помощи конкретным субъектам системы профилактики также принимается на заседании комиссии. Органы учреждения культуры делают то же самое, что и с предыдущей категорией. Органы здравоохранения, они обеспечивают прием в медицинские учреждения, также вот таких же лиц, которые занимаются бродяжничеством или попрошайничеством, ну и, естественно, с острыми заболеваниями, ну и в том числе инфекционными, находящимися в состоянии одурманивания, как я говорила ранее, да, если этот ребенок находится под психоактивными какими-то веществами, по медицинским показаниям и с медицинскими и наркологическими заболеваниями. Если дети такие страдают у нас такими заболеваниями. Органы опеки и попечительства в случае выявления ребенка, занимающегося бродяжничеством или попрошайничеством, являющегося сиротой, либо оставшегося без попечения родителей или иных законных представителей, осуществляют обследование условий жизни ребенка, устройство его в специализированное учреждение, а также подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. Принимают меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. Что же делают у нас органы социальной защиты? Они в случае необходимости обеспечивают прием и размещение указанной категории несовершеннолетних, а также осуществляют их перевозку к месту постоянного проживания. В случае необходимости оказывают социальную помощь. Ну, в принципе, то же самое, что и с категорией несовершеннолетних, безнадзорные и беспризорные. Органы службы занятости то же самое, они у нас до 14 лет, после 14 лет, если ребенок, то оказывают им помощь в трудоустройстве. Органы по делам молодежи, они оказывают несовершеннолетним, занимающимся бродяжничеством или попрошайничеством, достигшим возраста 14 лет, психологическую, социально-педагогическую, правовую и информационную помощь, содействуют занятости, их профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации. Органы образования то же самое делают, ведут учет необучающихся, то же самое, что я рассказывала. Но органы внутренних дел, они проводят работу по оперативному выявлению на улицах и в других общественных местах несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, установлению их личности, обеспечению перевозки в учреждения системы профилактики безнадзорности правонарушений по месту выявления. Также решает вопрос о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. То есть здесь надо посмотреть с точки зрения закона. Возможно, несовершеннолетнего вовлекли в совершение попрошайничества. Такие факты, к сожалению, тоже имеют место быть. Следующая категория – это содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Кто с ними работает? Органы здравоохранения здесь уже. Это первое, да, это проведение медицинского освидетельствования несовершеннолетних на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию, обучению в специально учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием. Само СУВЗТ, так скажем, специально учебно-воспитательное учреждение открытого типа. Что они здесь делают? Вот на этом бы хотелось остановиться. Первое. Принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от 8 до 18 лет. То есть у нас специально учебно-воспитательное учреждение открытого типа помещаются лица, достигшие 8 лет. Требующих, значит, принимают таких лиц, требующих специального педагогического подхода на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет. Ну и их родителей или иных законных представителей. Также организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования. Также оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. Также обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов, и привлечение к участию в их несовершеннолетних осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Что же делают органы внутренних дел совместно с специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа? В случаях самовольных уходов несовершеннолетних из СУВЗТ принимают меры по их обнаружению и возвращению. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с СУВЗТ, закрытый тип, да, учреждения, готовят представление или заключение в суд по месту нахождения учреждения по вопросам. Первое. Продление срока пребывания несовершеннолетнего. Второе. Прекращение пребывания несовершеннолетнего до истечения установленного судом срока и перевода его в другое СУВЗТ, а также восстановление срока пребывания несовершеннолетнего учреждения. Следующее – это специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Обеспечивают специальные условия содержания несовершеннолетних, это охрана территории, личная безопасность несовершеннолетних и их защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию посторонних лиц, изоляцию несовершеннолетних, исключающих возможность их ухода с территории по собственному желанию, также круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений. Также направляют в КПД НСЗП по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещения его выпуске из указанного учреждения не позднее, чем за 1 месяц до выпуска, а также его характеристику и рекомендации о необходимости проведения с ними в дальнейшем индивидуальной профилактической работы. Также оказание ему содействия в трудовом и бытовом устройстве. Организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних. Осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Осуществляют их медицинское обеспечение получениями начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования. Ну и еще органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Они у нас оказывают содействие специализированным организациям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними. Последний субъект – это специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Что же они делают с категорией содержащихся в социально-реабилитационных центрах? Да? Они оказывают социальную, психологическую или иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах, сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи, содержат в установленном порядке на полном гособеспечении несовершеннолетних, осуществляют социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних, содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специальности, уведомляют родителей несовершеннолетних или иных законных представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях,
Содействует органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. Так мы с вами рассмотрели вторую категорию, да, кто работает с ними и конкретно что они делают. Третья категория. Это несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Сколько у нас по времени Всё, осталось? осталось полчаса, но нам необходимо оставить время на вопросы. Мгм. Они есть, я вот их фиксирую. Да. Потом, когда вы закончите, можно будет к ним перейти. Вот здесь хороший вопрос тоже звучит. Добрый день. По вопросу организации досуга подучетных. Есть категория родителей, которые отказываются устраивать досуг ребенка, мотивируют это тем, что это их право родителей решать, чем занимается их ребенок. Наши действия в этом случае какие? Спасибо. Единственное, конечно, мы обязаны предложить все то, что у нас есть. Все остальное, конечно, остается на совести таких родителей. Потому что наша основная задача – это предложить, чтобы ваш ребенок был занят, объяснить, по какой причине вы хотели бы, чтобы этот ребенок был организован. Фактически наше безделие наших детей ведет к тому, что они рано или поздно совершат преступление. Вот у нас очень мутно стало вообще Я все, да? я сейчас вызываю уже специалистов. У нас очень плохо видно, Очень наверное. самое. Люди не пишут, что плохо видно. Мне кажется, что они, видимо, хорошо все-таки. Да? Смотрим. Сейчас придёт. Отдачи, к сожалению, нет, никто Да. не пишет нам в ответ, поэтому трудно понять. Итак, третья категория несовершеннолетних – это употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Уважаемые коллеги, я не буду рассказывать вам много про данную категорию. Единственное, я хотелось бы остановиться, всех интересует, что же делают сотрудники полиции. Поэтому я немножко остановлюсь, если вам не жалко своего времени, я немного остановлюсь на том, что делают сотрудники полиции. Так, органы внутренних дел принимают участие в межведомственных рейдах по выявлению таких несовершеннолетних, ставят указанную категорию несовершеннолетних на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Видно все хорошо. Спасибо большое, Вера. Все увидели. Итак, ставят, значит, на учет, организуют ведение учетно-профилактической документации в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом МВД России от 15 октября 2013 года номер 845. Направляют соответствующую информацию о выявленных несовершеннолетних указанной категории в органы здравоохранения для проведения лечения таких несовершеннолетних. Выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также решают вопросы привлечения указанных лиц к административной ответственности либо возбуждения уголовного дела, предусмотренного статьей 151. То есть, если будет установлено, что несовершеннолетнего вовлекают в употребление алкогольной продукции, хорошо, мы рассмотрим по статье 6.10 Кодекса об административных правонарушениях, когда есть установлен факт, что ребенка вовлекали, да, предположим, наливали ему алкогольную продукцию, вот он употребил алкоголь, да. Если будет установлено, что систематически одно и то же лицо вовлекало несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции, да, здесь уже будет тогда уголовная ответственность, это статья 151 Уголовного кодекса, ранее я уже о ней говорила. Затем сотрудники полиции осуществляют проверки по месту жительства и учебы данных несовершеннолетних, проводят профилактические беседы с родителями об уделении особого внимания за поведением ребенка, разъяснением статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетнего ребенка. Да? Ну и статьей 156 также разъясняют Уголовного кодекса Российской Федерации, это тоже ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка связано с жестоким обращением. Ну и как мы понимаем все, что жестокое обращение это может быть не только применение физической силы в отношении несовершеннолетнего. Вообще само по себе понятие жестокого обращения подразумевает под собой как минимум 4 категории. Это физическое, да, насилие, психологическое насилие, это насилие сексуальное, ну и пренебрежительное отношение к ребенку, это тоже есть один из видов насилия. Также сотрудники полиции проводят беседы с подростком, направленные на недопущение употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных или одурманивающих веществ, в том числе и при проведении различных акций, операций и мероприятий. Что касается органа образования, то такую категорию несовершеннолетних вы также ставите на внутришкольный учет. Согласно плану индивидуальной работы организуйте воспитательную работу с данной категорией несовершеннолетних, в том числе по месту жительства. Также рассматривайте их на советах профилактики, соответственно, направляя в наш адрес соответствующую информацию о том, что несовершеннолетний, да,
был у нас рассмотрен на заседании на Совета профилактики. Также принимаете участие в межведомственных рейдах по их выявлению, проверках по месту жительства. Следующая категория – это совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания. Тоже не буду останавливаться. Практически идентично работа проводится. То есть мы в любом случае со всеми категориями несовершеннолетних мы работаем так, как... В любом случае, мне кажется, любая категория несовершеннолетних, работа с ней, она носит, конечно, так скажем, такой характер, что как со своими детьми работаем, короче говоря. Простыми словами можно объяснить так. Но, по крайней мере, сотрудники полиции именно так и работают. Если у меня подросток состоит на учете, я должна знать, во сколько он пришел в школу, во сколько он ушел из школы, по какой причине он отсутствует. Как хороший инспектор я должна знать про каждого инспектора, про каждого несовершеннолетнего, который состоит у меня на учете. Это одна из основных задач любого инспектора по делам несовершеннолетних. Конечно, немного другая, уже работая в аппарате Министерства внутренних дел, уже вот 7 лет в этом году будет. Конечно, у нас немного другая работа, но на земле столько лет проработав, мы понимаем, что зачастую, конечно, мы не так часто, не так хорошо, может быть, работаем с несовершеннолетними, но в связи с определенными причинами, конечно. Но хотелось бы, чтобы все субъекты системы профилактики понимали, что любая категория несовершеннолетних, она включает в себя конкретного несовершеннолетнего, с которым необходимо конкретное проведение профилактической работы. Поэтому вот этот алгоритм межведомственного взаимодействия – это, так скажем, небольшие выдержки из законодательства, что могут делать. Конечно, у всех министерств и ведомств есть свои методические рекомендации, к сожалению, они нам их не предоставили, когда вот этот алгоритм составлялся. Так бы, конечно, очень хотелось увидеть, предположим, как конкретно, чем занимается Министерство образования с конкретной категорией несовершеннолетних. Но я думаю, что вряд ли такой алгоритм есть, потому что если бы он был, то нам бы его, я думаю, предоставили. Следующая категория несовершеннолетних – это совершившие правонарушение до достижения возраста, с которым наступает административная ответственность. Тоже здесь все прописано, все понятно. Сейчас даже не буду на этом останавливаться. Я так пролистаю дальше. Вот видите, да, справа верхний угол – это приложение номер 7. То есть здесь приложением считается номер по статье 5, пункта 1 статьи 5 120 федерального закона. То есть это 7-я категория. Видите, приложение номер 7 – это 7-я категория несовершеннолетних статьи 5, которая приписана. То есть все понятно. Так скажем, это просто-напросто памятка о том, к кому я могу обратиться, к какому субъекту системы профилактики, чтобы помогли мне с конкретной категорией несовершеннолетних. Если мы видим, да, что вот у меня состоит подросток в школе, предположим, я как классный руководитель, да, знаю, что у меня в классе есть несовершеннолетний, который совершил общественно опасное деяние не подлежащее уголовной ответственности в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Я знаю конкретно несовершеннолетних. Открываю этот алгоритм, приложение номер 8. Вижу, кто с ним может работать и что он может делать, конкретный субъект. Вот я как орган образования вижу, что орган службы занятости может подключиться. Почему нет, если моему подростку уже 14 лет есть, и он летом хотел бы поработать, я могу туда спокойно обратиться. То же самое, в комиссию я могу обратиться в органы учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, потому что здесь написано, да, что вот он может организовывать работу такие. Органы здравоохранения могу обратиться, органы по делам молодежи, органы внутренних дел, в конце концов. То есть я могу обратиться, я понимаю, куда я могу обратиться, чтобы мне помогли с конкретным несовершеннолетним. То если уже нет отдачи, это уже другой вопрос. Следующая категория – это обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения. Тоже не буду останавливаться. Да? Приложение 9.1 – это отбывающие наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Следующее, 10-е приложение – это условно-досрочно освобожденное от отбывания наказания, освобожденное от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием. Сделала все красочно, чтобы как-то немножко адаптировать до конкретной категории, чтобы было понятно немного. Приложение 11 – это несовершеннолетний, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора. Также, да, смотрим, кто может работать, к кому мы можем обратиться за помощью. Так, 12-й алгоритм. Это освобожденные из учреждения уголовно-исполнительной системы. Также все расписано, кто что делает.
Хотелось бы остановиться, прошу прощения, остановлюсь назад, чуть-чуть вернусь, категории 12, да. Коллеги, хотела бы напомнить, что у нас в Республике Коми межведомственная профилактическая работа сотрудников полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, членов комиссии, да, ну и, соответственно, и субъектов системы профилактики в целом, строится у нас в соответствии с положением о комплексном сопровождении несовершеннолетних, вернувшихся к постоянному месту жительства после освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы, а также специальное учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органов управления образованием. Одобрены эти положения протоколом заседания комиссии по делам несовершеннолетних Республики Коми от 28 декабря 2011 года, номер 4. Просто мне хотелось бы об этом напомнить вам, потому что зачастую коллеги начинают спрашивать у меня, кстати, вот надо было мне принести, что вот я забыла. Ну, если что, если кого-то заинтересует, то если вы попросите, да, я думаю, что ничего страшного, на электронный адрес скинем данное положение, да. Следующая категория, 13, это осужденные за совершение преступления небольшой и средней тяжести. Тоже расписаны все категории. Ну и последняя категория, это осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Вот здесь я хотела бы отметить, что у нас сотрудники полиции совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в отношении такой категории несовершеннолетних, у нас в республике издан приказ УФСИНа России по республике Коми и МВД по республике Коми от 21 июля 2017 года. Он переиздан, он ранее был, конечно, ну вот сейчас с уточнениями, с дополнениями. Был издан он 21 июля 2017 года, номер приказа 369/279. Так вот, в соответствии с этим приказом сотрудники полиции проводят обследование семейно-бытовых условий несовершеннолетних осужденных с составлением акта обследования, а также иные необходимые мероприятия, указанные в данном приказе. В принципе, коллеги, у меня все. Я благодарю вас за внимание. Сейчас я могу ответить на вопросы, которые вот здесь, где можно будет посмотреть вашу презентацию. Еще раз, Марина, я напоминаю, что все будет выложено на сайте. КРО, да, в разделе «Видеозал». В разделе «Видеозал». И будет продублирована информация также по необходимости в разделе «Семинары», если там будет презентация. Ну, то есть не если, а будут презентации, которые мы также опубликуем. Так, возвращаемся к вопросам, которые... Не возвращаемся, вернее сказать, а переходим к вопросам, которые были заданы заблаговременно. Вопрос, касающийся насвая. Насвай правительством Российской Федерации не отнесен к наркотическим средствам либо психотропным веществам. Вместе с тем, широкое распространение насвая среди несовершеннолетних и молодежи является одной из серьезных проблем у нас. Как нам, социальным педагогам, бороться с употреблением и распространением данного вещества среди молодежи, если это вещество не запрещено законом? Если у нас, у педагогического сообщества, возможность как-то повлиять на эту ситуацию? Есть ли надежда, что данное вещество будет отнесено к наркотическим средствам? Вот, уважаемые коллеги, я специально этот вопрос в пятницу, когда поступила, он ко мне, позвонила в УНК сотрудникам наркоконтроля, попросила дать разъяснение. Они мне дали два ответа развернутого, методическо-информационный материал «Насвай» называется он, «Зачем нашим детям потреблять экскременты животных». Он на 4 листах, я его также в электронном виде отдам руководителю сегодняшнему, кто у нас организовал этот вебинар, а также ответ Булатецкого, такое старшего лейтенанта полиции, инспектора ОПАС ООП УМВД России по Рязанской области, города Рязань. Вот если вам не жалко времени, можете немножко послушать. «Запрет есть, а толку?» называется его ответ. Итак, антитабачный закон запрещает оптовую и розничную продажу насвая. Но, как показывает правоприменительная практика, привлечь к ответственности продавца жевательного табака не так просто. Каковы же возможности пути законодательного решения проблемы? Итак, правовой абсурд. Высокая распространенность потребления табака и связанная с этим негативная медицинская, демографические и другие социально-экономические последствия явились предпосылкой для разработки и принятия федерального закона 15 ФЗ
от 23 февраля 2013 года об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака, закрепившего правовые основы регулирования указанной сферы с учетом положений рамочной конвенции, прошу прощения, Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Она была принята в Женеве 21 мая 2003 года, в которой в мае 2014 года, значит, присоединилась Россия, как раз издав закон 51 ФЗ о присоединении Российской Федерации к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Новеллой закона номер 15 ФЗ стало закрепление в части 8 статьи 19 правовой нормы, предусматривающей запрет на оптовую и розничную продажу на свая. Под последним, в свою очередь, согласно части 21 статьи 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 года номер 268 ФЗ, технический регламент на табачную продукцию называется этот закон, понимается, что вид некурительного табачного изделия, это насвай, да, вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовления из табака, извести и другого нетабачного сырья. Несколько иное определение дается в пункте 268 ГОСТа 2005 года, утвержденного приказом Ростехрегулирования 29 декабря 2005 года номер 481 СТ. Это сосательный табак, изготовленный из очищенной махорочной или табачной пыли, щелочных и клеящих веществ с добавлением или без добавления растительного масла, нетабачного сырья и иных ингредиентов. За несоблюдение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность, установленная частью 2 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа для граждан он в размере от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юридических лиц от 40 до 60 тысяч рублей. На первый взгляд, казалось бы, проблема решена. Однако, если разобраться в терминологии, затронув при этом правоприменительную практику, становится очевидным, что сложившаяся ситуация не что иное, как правовой абсурд, выражающийся в следующем. Общеизвестно, что торговая деятельность в России осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 28 декабря 2009 года номер 381 ФЗ об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ. В части 2, 3 статьи 2 данного закона установлено, что оптовая торговля – это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования в предпринимательской деятельности, в том числе для перепродажи, или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Розничная торговля – это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В свою очередь, под торговой деятельностью торговли, согласно части 1 статьи 2 381 ФЗ, понимается вид предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров. Следовательно, оптовая и розничная торговля – это предпринимательская деятельность. То есть, исходя из абзаца 3 части 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, самостоятельно осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, в том числе от продажи товаров, прибыли лицам, зарегистрированным в том числе в установленном законном порядке. Таким образом, решая вопрос о том, образует ли действие лица состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 1453 КоАП РФ, необходимо проверять, содержатся ли в них признаки предпринимательской деятельности, перечисленные в вышеуказанной статье Гражданского кодекса. Учитывая это, отдельные случаи продажи на свая лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 1453. То есть это то, о чем мы и говорим, да? Что фактически привлечь лицо за продажу на свая у нас не представляется возможным. Эти методические рекомендации я оставлю. Ну и коротко, что мне ответил сотрудник УНК. Да, в Российской Федерации существует административная ответственность, вот 1453, которая как раз статья я говорила, однако она распространяется только на предпринимателей. При проведении профилактической работы с учащимися следует обращать внимание несовершеннолетних, что при употреблении насвая происходит привыкание, которое влечет за собой желание употребить более сильное вещество. Кроме того, насвай вызывает психические расстройства. Вот как раз в методических рекомендациях, которые я здесь оставлю,
Что такое насвай? Употребление, воздействие, последствия употребления. Какие мифы могут распространяться после употребления? Какие мифы могут распространять после употребления насвая? Какие меры могут служить противодействию распространению насвая? Как можно вести беседы с подростком? Вот это все я здесь оставлю коллегу, чтобы посмотрели. Ну и вам выложат все это. Следующий вопрос. Вопрос был по... Сейчас, минуточку. Ну, секунду, хотела посмотреть. На уроках дети очень часто отвлекаются на сотовые телефоны. Часто это происходит во время учебной деятельности. Согласно федерального закона номер 273 ФЗ об образовании, в статье 43 обязанности и ответственность обучающихся обязаны, значит, обучающиеся добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренным учебным планом или индивидуальным учебным планом учебного занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. Второе. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка. Но совершенно очевидно, что использование телефонов или иных гаджетов, мягко сказать, мешает освоению программы. Вопрос. Что имеет право сделать педагогический работник в этой ситуации? Можно ли в уставе образовательной организации прописать норму, предусматривающую запрет использования телефона и гаджетов на уроках? Я думала, таких вопросов уже не будет возникать, потому что, ну, сама являясь мамой несовершеннолетнего, который обучается в образовательной организации города Сыктывкара, я просто хочу привести пример, 25-ю школу города Сыктывкара, мне очень понравилось решением представителей родительского комитета было принято решение о внесении дополнений в устав. То есть мы, родители, все поддержали. У нас прекрасно работает эта система. Поэтому, коллеги, если есть представители 25-й школы, я хочу вас поблагодарить, конечно, за то, что вы сделали. И всем остальным коллегам, кто еще до сих пор не может решить эту проблему, пожалуйста, можете к 25-й школе обратиться. Я знаю, что там этот вопрос решен. И да, в устав внесены изменения, родители поддержали это, и дети теперь у нас не пользуются, а если пользуются, то та получают. Прекрасно. Вы знаете, это замечательный опыт, который я обязательно постараюсь в нашей школе тоже реализовать. Очень хорошо реализуется. Ну, в этом году я знаю, что это повсеместно. Это повсеместно, поэтому, пожалуйста, было бы желание, скажем так, было бы желание. Какие еще вопросы у нас здесь прозвучали? Следующий вопрос. Возник вопрос о применении приказа от 25 ноября 2011 года номер 548/346/3345 о некоторых вопросах взаимодействия по розыску несовершеннолетних, а именно о сборе и накоплении сведений о несовершеннолетних, указанных в пункте 2.2 приказа. Давайте мы сразу же поднимем приказ, чтобы не быть голословными. Итак, пункт 2.2. Что он предусматривает? Руководители учреждений на несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы, либо находившихся в розыске органов внутренних дел, организовать сбор сведений и документов согласно приложению номер 2 в пределах предоставленных полномочий. Открываем приложение номер 2. Приложение номер 2 – это перечень сведений и документов на несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы, либо находившиеся в розыске органов внутренних дел. Что включает это в себя? Фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего, полную дату и место рождения, пол, расовый тип, предыдущие места регистрации жительства, фамилия, имя, отчество, дата рождения матери, отца, опекунов, усыновителей и других несовершеннолетних, известные места их регистрации и жительства. 7. Это девичья фамилия матери несовершеннолетнего, если изменялась. 8. Гражданство несовершеннолетнего, уточнить, являются ли эти сведения подтвержденными. 9. Словесный портрет несовершеннолетнего, произвольно, но как можно более полно. 10. Описание особых примет несовершеннолетнего: шрамы, татуировки, родимые пятна, физические недостатки, пороки развития, ампутации, очки и другое. 11. Группа и резус крови несовершеннолетнего. 12. Описание зубного аппарата, выписка из стоматологической карты. 13. Функциональные особенности несовершеннолетнего: осанка, походка, речь, манеры, привычка и другие. 14. Какими иными ФИО, фамилия, имя, отчество, исключая дату и место рождения, может пользоваться, уточнить, являются ли данные вымышленные или другого реального лица, под какими кличками, прозвищами известен. То есть, возможно, ребенок, имея одну фамилию, имя, отчество, придумал называть себя ВКонтакте, предположим, там какой-нибудь другой фамилией, имя, отчество, вы об этом должны указать.
Следующие реквизиты документов, удостоверяющих личность: паспорт, то есть серия, номер, дата выдачи, какими органом выданы внутренний паспорт, удостоверение, либо свидетельство о рождении. 16. Это фотография несовершеннолетнего, по возможности в анфас размером 5,6 см, либо имеющиеся хорошего качества, указать, когда были сделаны. 17. Это наличие информации о том, что несовершеннолетний дактилоскопировался. 18. Описание часто используемых предметов одежды, ювелирных украшений, часов, телефона и других предметов, которые могут быть при несовершеннолетнем. 19. Имеющиеся у несовершеннолетнего навыки и умения вождение автомашины, вид спорта, трудовая деятельность, профессия и тому подобное. 20. Посещаемые несовершеннолетними города, районы, населенные пункты, учреждения, организации, спортивные сооружения, площадки, дворовые территории, дома, квартиры, либо которые он может посетить. 21. Фамилия, имя, отчество известных родственников несовершеннолетнего, по возможности уточнить место их жительства либо пребывания. 22. Склонность несовершеннолетних к психическим расстройствам, суицидальным проявлениям, к применению насилию, употреблению алкоголя, наркотических средств, либо одурманивающих веществ. 23. Сведения о лицах, не являющихся родственниками, с которыми несовершеннолетние за пределами учреждения поддерживают учреждение, их склонность к антиобщественному поведению, указать какому. 24. Сведения о постановке на учет территориального органа внутренних дел, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних или внутриведомственный учет, даты и основания. 25. Даты исчезновения и самовольных уходов в предыдущие места обнаружения. Так. Содержащиеся в данном, написано, перечне сведения могут быть использованы только для достижения целей, задачи, предусмотренных настоящим приказом. Поэтому давайте вернемся мы к названию приказа и о чем. Да? Приказ о некоторых вопросах взаимодействия по розыску несовершеннолетних в целях совершенствования деятельности по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых обучаются несовершеннолетние из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для детей, нуждающихся в социальной реабилитации Республики Коми. То есть фактически данный приказ предусматривает, что вот такую работу вы должны провести в отношении детей-сирот и детей, которые у нас нуждаются в социальной реабилитации и находятся в этих учреждениях. Не надо в отношении всех детей это делать. На чем же здесь вопрос? Вопрос-то звучит так. Каким образом формировать накопительное дело и к каким ведомствам и учреждениям обращаться за помощью? Какие есть требования к формированию накопительного дела образовательной организации? Коллеги, я еще раз хочу обратить особое внимание. Данное накопительное дело только в отношении детей-сирот. То есть все то, что фактически у вас и так есть. Для чего все это организовывается? Вот, предположим, в летнюю оздоровительную кампанию данные несовершеннолетние периодически, всегда выезжают в какие-либо лагеря. Пусть это будет на территории Республики Коми, пусть это будет за пределами территории Республики Коми. Вот в отношении таких несовершеннолетних, которые периодически либо систематически покидают территорию образовательной организации, вы должны иметь и фотографии, и весь остальной перечень, дабы, когда этот ребенок куда-то выехал, он вот с этим пакетом документов уехал. И вы с себя ответственность сняли, вы сделали все для того, чтобы мы благополучно, очень быстро нашли этого подростка там, возможно, там, где вы указали. С, возможно, теми контактами мы могли бы связаться и тому подобное. То есть, в принципе, для сохранения жизни этого подростка вот этот приказ был и издан, чтобы мы понимали, что нам необходимо быстро среагировать на факт ухода несовершеннолетнего. Какие-то еще вопросы были? Как привлечь родителей к ответственности за то, что их ребенок злостно уклоняется от учебы? Раньше администрация колледжа обращалась в отделение полиции с ходатайством о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее воспитание ребенка. В последнее время участились случаи отказа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о привлечении к ответственности таких родителей на том основании, что ребенок сыт, одет, обут и его права в принципе не нарушены.
Я соглашусь, что да, нам бы хотелось, чтобы родители, которые не могут никак проконтролировать, что ребенок пришел, предположим, без домашнего задания, без учебных принадлежностей или вообще не пришел в образовательную организацию, нам бы хотелось, конечно, привлечь таких родителей. Но, к сожалению, норма статьи 5.35, часть 1, предусматривает наличие систематического нарушения, это первое. И второе, нарушение, ненадлежащее исполнению родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию. Вот если один из пунктов мы только видим, это обучение, да, родитель никак не может проконтролировать обучение несовершеннолетнего и не прилагает никаких усилий. Но если мы устанавливаем, что родитель, помимо всего прочего, помимо того, что ребенок не посещает образовательную организацию, родитель не предпринимает таких мер, еще допускает ряд каких-то нарушений, обут одет, как вы здесь пишете, да, плохо его обеспечивает, применяет физическую силу, предположим, или еще что-то, да, то, конечно, здесь мы однозначно будем принимать решение о привлечении по статье 5.35. Но, к сожалению, после событий имеется практика такая, сотрудники прокуратуры республиканской зачастую указывают нам на то, что как вы можете привлекать за то, что ребенок не ходит в школу. Родитель что, его за руку должен водить? Мы понимаем, что да, где-то родитель должен проконтролировать, он должен привести, если ребенок фактически убегает. Ну вот, а что случится? Мама принимает все меры для того, чтобы ребенок пошел, но нет авторитета у мамы. Конечно, да, мы должны разбираться и копнуть глубже, почему это произошло, почему мать потеряла авторитет над ребенком, какие факторы способствовали тому, что ребенок на сегодняшний день просто-напросто не принимает слова матери и ее все действия априори, ну вот что он думает, что ну, сказала и сказала, и забуду. И авторитетом мать не пользуется. Конечно, мы должны понимать, почему это произошло. Но фактически мы уже, работая со всеми категориями несовершеннолетних, которые ставим на учет, мы уже постфактум, все, уже свершилось. Мы должны работать с той категорией. Но, еще раз напоминаю, статья 5.35 предусматривает наличие систематических нарушений, ряда нарушений. Поэтому, как бы мы ни хотели привлечь, мы не можем. Нам надо рассмотреть со всех сторон нарушение данного административного правонарушения, да, в совокупности. Так. На каком основании администрация колледжа должна отчитываться перед районными отделами полиции в случаях нарушений иногородними студентами по месту жительства требований закона Республики Коми номер 148 РЗ, например, в период каникул? Специально для этого вопроса я распечатала наш приказ, который предусматривает проведение профилактической работы с такими категориями несовершеннолетних, которые вот были выявлены в ночной период времени без сопровождения законных представителей в общественном месте. У нас есть такой приказ МВД по Республике Коми номер 210, он от 14 мая 2012 года. Что в этом приказе прописано? 12. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних при получении рапорта выявления лиц указанных, ну, то есть несовершеннолетних, которые выявлены в ночное время, с участием в течение 3 дней направляют соответствующим руководителям органов учреждений предложение о применении к виновным мер воздействия, предусмотренных законодательством, то есть в отношении руководителя образовательной организации при выявлении несовершеннолетних в течение 3 дней отправляют вам информацию, чтобы вы приняли какие-то меры, да, возможно, рассмотрели на совете профилактики или еще какие-то меры, там с родителями пообщались. Информацию также направляют, информируют комиссию по делам несовершеннолетних территориально о недостатках в организации работы государственных муниципальных учреждений, в чьи обязанности входят осуществление мер по воспитанию, обучению и или содержанию несовершеннолетних, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также ежегодно с началом нового учебного года направляют в соответствующие образовательные учреждения сведения о таких лицах, выявленных за время школьных каникул. То есть они вас должны информировать для того, чтобы вы знали, что ваши несовершеннолетние, которые обучаются в вашей образовательной организации, осуществили нарушение, допустили, скажем так, нарушение закона Республики Коми для информирования. А уж какие меры предпринимать к этому несовершеннолетнему решать вам, уважаемые коллеги. То есть на всех выявленных
полицией несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Коллеги мои вот, полиции заполняют и направляют в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних по месту фактического жительства ребенка карточки на выявленных безнадзорных несовершеннолетних, если выявляются такие несовершеннолетние. То есть фактически ежегодно по началу учебного года вы должны получать такие письма счастья, как информации. Поэтому я не знаю, какие проблемы возникают у вас, на каком основании администрация колледжа должна отчитываться. Да ни на каком. Не должны вы отчитываться. Вы получили данное информационное письмо для того, чтобы понимать, что ваш несовершеннолетний, и вы напишите, что такая профилактическая работа с подростком проведена. Все. К сожалению или к счастью, 120-й федеральный закон предусматривает, что в течение месяца после получения информационного письма вы должны ответить в наш адрес о проведенной профилактической работе. Поэтому можно сказать, что основание вас проинформировали, а вы в ответ проинформировали, что проведена профилактическая работа. Вот и все. На других вопросах, я думаю, что время уже задерживаемся, и звук исчез. Нет, мне пишут, что со звуком все в порядке. Возможно, это вот того с той стороны, да, видимо, какие-то проблемы. Какие-то вопросы вы еще... Больше вот к вопросу, если мы вернемся по поводу того выхода в семью, вот как это можно регламентировано, каким законом. 148 вы хотели посмотреть с да. вами, да? Сейчас, секунду, давайте мы сразу же вернемся к 148 республиканскому закону. Сейчас очень мелко себе, к сожалению, распечатала. Надо быстренько пробежаться. Уважаемые слушатели, подтвердите, что вы нас слышите все-таки, потому что я от администратора получаю информацию, что все в порядке. Все хорошо слышно. Все хорошо слышно. Это хорошо слышно. Очень мелко распечатано, к сожалению. Может, какие-то еще вопросы? Не было больше никаких вопросов? Что, наверное, я найду, что вот смотрю, прям мимо глаз ускользывает. Да, видимо, все-таки, вот если исходить из этого закона, может быть, он как бы и есть в целом, да, какие-то общие сведения о том, что необходимо проводить профилактику. Да, но я думаю, что, скорее всего, надо здесь еще обратиться просто как пожелание к коллегам из Министерства образования, все-таки спросить, на основании какого нормативно-правового акта мы имеем право выхода в семью к несовершеннолетнему. Я еще внимательно приду, почитаю, перезвоню вам. Если, коллеги, нужны какие-то приказы, федеральные законы, ссылки на них, либо сами федеральные законы, то есть как бы нам не проблема, если надо, пожалуйста, мы разместим все. И приказ по взаимодействию от 2011 года можем разместить, вот эти методические рекомендации, которые мы говорили по НАСВАю. Не проблема, если надо, конечно, можете написать, надо, не надо, это все. Но все остальное, я думаю, что все будет хорошо. Дорогие слушатели, мы уже выходим за пределы временных рамок нашего вебинара. И, конечно же, представителя, сотрудника МВД нам необходимо отпускать. И заключая наш вебинар, хотелось бы отметить, что, как нам кажется, действительно вебинар прошел очень успешно. Что информация, которая была представлена, вот, на мой взгляд, она была настолько детальна. И даны практические советы. Вы знаете, мы очень надеемся на плодотворную совместную работу, и после этого вебинара мы обязательно выложим всю информацию, касающуюся тех вопросов, которые были сегодня озвучены, и дополнительно рассматриваться, которые еще будут. Поэтому мы надеемся на ваши отзывы, мы надеемся на нашу совместную работу, и от всей души, и я думаю, от вас лично, я поблагодарю Евгению Ивановну за такой замечательный доклад. Да? Спасибо большое, коллеги. Удачи вам всем, потому что у нас дело такое. Работать, работать и еще раз работать. Поэтому благодарю за внимание. До свидания. Надо скинуть.